Мутные воды Назранки снова стали поводом для рейда экологов. Реку превращает в большой канализационный сток. Причем загрязнение стало уже привычкой жителей, живущих рядом. И длится это уже не год и не два. Нарушителей поймали, можно сказать, с поличным. Итоги проверки в репортаже Зелимхана Калоева. Разговор с жителями улицы Газдиева у экологов короткий. Долгое время сточные воды из частных домовладений близлежащего торгового центра попадали в Ливневку, а оттуда прямиком в Назранку. Ущерб экологии нанесли серьезный. На место для разбирательства и дальнейшего предотвращения проблемы выехали компетентные органы во главе с министром природных ресурсов и экологии. Магомед Евлоев поручил немедленно перекрыть трубы. Сами жители признаются, что дышать из-за халатности соседей на улице невозможно, и до конца не верят, что в этом вопросе будет поставлена точка. Борьбу с нарушителями на одной из центральных улиц Назрани ведут 5-й год. Экологи возвращаются на это место в 3-й раз. Сейчас предупреждений и просьб больше не будет. Трубы планируют залить бетоном и будут держать этот участок под особым контролем. Постоянно, каждый раз, когда выезжаем, да, мы закрываем, вытаскиваем трубы, демонтируем их. Однако местные жители обратно их выкладывают на этой территории. Неоднократно штрафовали всех этих жителей, которые это осуществляют. Также юридическое лицо штрафовали. На данный момент юридическое лицо устранило свои нарушения, получив неблагоприятные последствия после нашего последнего выезда. Однако местные жители пока что продолжают это делать. Вся проблема в отсутствии у жителей канализационного коллектора. Тем более рядом строится новый детский сад. Этот вопрос местные власти обещали рассмотреть в ближайшее время. Как мы видим и понимаем, здесь будет это сделать нелегко, но так или иначе это придется делать. Однако у многих есть выгребные ямы, но какой от них толк, если все содержимое из них тоже сливают в Ливневку, вместо того, чтобы заключить договор с водоканалом и вывозить нечистоты. Это не единственная улица в городе Назрань, которая имеет такую проблему с выводами канализации. Есть множество улиц. Начальник отдела государственного экологического геологического водного надзора наш Касум Халухаев выезжал на эти участки, выявил ряд труб. Сейчас министром природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия и исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Магомедом Евлоевым дано поручение администрации города Назрань для того, чтобы полностью осмотреть всю территорию города и до конца следующей недели представить информацию пофамильно по каждому дому, откуда выходит труба. Дальше экологи будут работать в тандеме с правоохранителями. Меры будут предприниматься жесткие, ведь на кону экология, а значит здоровье жителей не одной улицы, а всего города. У нас в Назрани больше 130 тысяч жителей. И нарушение на этой реке влияет на качество экологического проживания всех этих жителей. Рейд продолжится и дальше, пока не будут выявлены все недобросовестные жители. Поэтому сотрудники Минприроды настоятельно просят прекратить сливы нечистот в реку. Иначе одними штрафами не отделаться. Проверки проводятся по итогам перечня поручений главы Ингушетии в ходе координационного совещания. Зелимхан Калоев, Магомед Шаухалов, Новости 24.